Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. От вас ничего не зависит. Все случится по воле небес. Давайте посмотрим, что же случится по воле небес. Загадайте на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, хочу начать с этого примирения. Здесь состоится примирение. С кем-то вы помиритесь, примиритесь, опять воссоединитесь, договоритесь. Конфликт сойдет на нет и будет полностью исчерпан. Сейчас, в моменте, вот здесь и сейчас, вам кажется, что это невозможно, что вы человека никогда не простите, никогда назад не примете, да вообще слушать не станете. Вы вычеркнули этого человека из своей жизни, а кто-то даже мечтает как отомстить, да, в отместку что-то сделать. Но будет примирение, будет мир, опять будет дружба, либо опять будет союз. Еще раз говорю, вам кажется, что это невозможно. По крайней мере, вы для себя решили, что на мировую я никогда, ни при каких условиях просто не пойду. Но помириться вам придется. Это воля небес. Вы друг другу нужны, вы друг другу важны, и вы должны быть вместе. Вы все разные, и ситуации у вас у всех разные. Но тот, с кем вы сейчас в ссоре, либо та, с кем вы в ссоре, здесь будет мир. Небеса вас помирят, небеса вас опять соединят. Смотрите, здесь показали, что будет. Но есть и еще какая-то скрытая вещь чуть позже в вашем отдаленном будущем, которую показывают лишь только тенью. Грядет такая ситуация в вашу жизнь, либо такие события будут разворачиваться, где вы со своим вот этим оппонентом в данном периоде времени вместе друг другу помогаете, да, либо вместе встречаете эту ситуацию, это событие, да, может какая-то неприятность будет. Вы вместе сила, вы вместе очень классная команда. Муж с женой, либо там подруга с подругой, с кем вы там в ссоре, вы друг другу очень действительно нужны. Сейчас это непонятно, но отдаленное будущее говорит, что вы еще вместе будете классной командой и с чем-то очень ловко справитесь. Если поодиночке, то эта ситуация накрывает, либо проблема накрывает. Но если вы вдвоем, вас не победить, вас не сломать, вас как не подвинуть, не сдвинуть. Поэтому будут вас мирить. И будет мир, и да, помиритесь, и обиды забудете. И как с чистого листа начнете ваши взаимоотношения. И еще раз, это пара семейная, пара влюбленных, либо это родственники, либо это знакомые друзья. Вы помиритесь, 100% помиритесь. Дальше, справа. Очень сильный мужчина женщину на руки подхватывает. И в этот момент между ними вспыхивает искра. Искра любви, искра страсти, искра нежности. Либо вы знаете друг друга, но на друг друга никогда внимания не обращали. Просто как вот знакомое лицо, либо вот коллеги мы, либо вот мы соседи, вот мы там какие-то, может быть, знакомые, так, привет, пока.
Может быть, вы вовсе незнакомые люди, в какой-то странной ситуации вместе окажетесь, женщине нужна будет помощь, и мужчина, как сильный, как мужественный, помощь эту окажет. Он ее хватает на руки и тем самым ее как спасает. Спасает, либо от каких-то неприятностей закрывает, либо в чем-то ей помогает, выручает ее в чем-то. И здесь идет мощная искра, вызывающая взаимное чувство. И, конечно же, вот это притяжение, страсть, эмоции, нежность. Ну, вы поняли, да? Вот у кого-то идет знакомство, а у кого-то именно момент сближения. Да? Вы уже знаете друг друга, и вы сблизитесь в этой ситуации, а у других вы и познакомитесь, и сблизитесь. Сильный мужчина. Кстати, предсказание одинаковое и для женщин, и для мужчин. То есть, если меня смотрит мужчина, на ваших глазах разыграется ситуация, когда женщине понадобится помощь. Вы мимо не пройдете. Но вы благородный человек. И плюс душа еще позовет. Душа, судьба позовет. Вы этой женщине помогаете, вы ее спасаете, и вот они чувства. Ну, а женщине тут прям двойной плюс. Во-первых, в сложной ситуации вам помогут, и во-вторых, вы любовь встретите, страсть встретите, нежность свою встретите. Шикарная картинка. В самом центре у вас поломанные звезды. Это мечты и желания, которые у вас не сбылись. Одна большая, а другая поменьше, но они оба поломаны. У них по этим как кончики, да, отломаны у этих звезд, хвостики отломаны. Это то, что вы просили, это то, о чем вы мечтали. И это то, что не сбылось, это то, что вам не было дано. Ну, в свое время, грубо говоря. Это то, в чем вы разочаровались. Это то, что вы для себя вот как отметили, как невозможное, да, невозможное. Ну, например, что это может быть, да, мечта, желание. Вы хотели получить хорошую работу. Не получилось. Вы хотели куда-то уехать, побывать, просто переехать. Не получилось. Вы хотели денег больше получить, либо заработать. Не получилось. Вы хотели там как-то жизнь, свою судьбу поменять. Не получилось. Да? Это желание, звезды желаний сломались. Вы для себя их отметили как невозможное. Я даже мечтать об этом не буду, потому что это невозможно. У меня не получилось, значит, этого уже никогда не будет. А вот высшие силы говорят, что будет. И еще придет тот час, еще придет то время, когда две ваши мечты, два ваших желания, одно побольше, другое помельче, 100% исполнится. Смотрите, вы все разные. У кого-то отыграется, что вы в то время были не готовы к исполнению своей мечты. У других отыграется, что не было условий, благополучных, благоприятных условий для исполнения вашей мечты. Но у третьих отыграется, что вы просто были, ну, во всех смыслах слова, не в тех энергиях. Да? Может быть, какой-то негатив на вас был, может быть, вы были в полном раздрае. Вы бы просто эту мечту, эту ситуацию, вы бы ее не вывезли, вы бы с ней не справились. Вы бы это получили, но сразу же бы это и потеряли, либо растратили. Вот, то есть вы все разные, у каждого, понятно, свое было состояние. Вам не исполнили и не дали только лишь потому, что время не пришло, либо вы были к этому морально, физически не готовы. Смотрите, ждите скорого исполнения. Это у самого основания рисунка, то есть исполнится сразу два желания, две мечты. Одно побольше, другое поменьше. Вот это будет счастье. Видите, вот тут ангел стоит на маленькой звезде и рукой большую притягивает. Это высшие силы вам исполнят, это высшие силы вам дадут. Высшие силы все знают, все слышат, вас видят. Вы не думайте, что вы никому не нужны в этом огромном мире. Вы небесам нужны, вы высшим силам нужны. Вам исполнят, 100% исполнят. Вы еще и скажете: Господи, я столько лет назад так сильно этого хотела, и для себя вот так и поняла, что не будет, и вот, пожалуйста, я это имею. Это есть в моей жизни, это у меня исполнилось. Вы очень счастливы будете. Не забудьте поблагодарить небеса и не забудьте сделать любой хотя бы минимальный откуп. Я уже много раз говорила, что откупаться можно чем угодно. Это не обязательно нести кому-то деньги. Вы можете покормить животных, вы можете покормить птиц, вы можете сделать доброе дело, помочь тем, кто себе помочь не может. Это тоже будет считаться откупом.
Вот, так что сильно не заморачивайтесь, но откупы не забывайте делать. Это очень важно. Очень важно. Так, в левой стороне вопрос со здоровьем. Здоровье ваше, либо кого-то из ваших близких. Но мне почему-то кажется, это именно ваше здоровье. Как что-то запущенное, либо в какой-то уже сложной форме, состояние, заболевание. Болезнь может быть как и тела, так и души. И тело, и душа могут болеть. Вы пытаетесь что-то с этим делать, но у вас не получается. Не получается. А у кого-то еще может отыграться ситуация, что вам банально не хватает средств, чтобы вылечиться. Вы пытаетесь больше работать, зарабатывать, тем самым вы еще больше теряете свое здоровье, а денег все равно как не было, так и нет, да, и только ситуация ухудшается. А может быть, вам даже необходимо какое-то очень сложное высокотехнологическое лечение, которое в вашем там месте проживания там недоступно, либо стоит, не знаю, всех денег мира, допустим, а вам неоткуда брать. Ну просто неоткуда, ну где я возьму? Могут быть даже такие диагнозы, которые сложно поддаются лечению. И нужны какие-то просто идеальные условия, чтобы человек там мог вылечиться, допустим. Опять же, вы все разные. А кто-то страдает от хронической депрессии, а у кого-то панические атаки, а кто-то сам себе не рад, да? Не может найти ни себя, ни места в этом мире. Вы все разные. Я вижу исцеление. Я вижу исцеление, которое дает вам вера. Это сложно, но сейчас попытаюсь объяснить. У одних отыграется, что вы исцелитесь, поверив, по-настоящему поверив в небеса, в высшие силы, в Создателя, и посетив, например, какие-то места силы, где на вас снизойдет Божья благодать, и вы исцелитесь. Какой бы диагноз у вас ни был, вы исцелитесь. А у других отыграется, что небеса к вам отправят, доктора, да, как ангела, который вас действительно сможет полечить, и не за все деньги мира. Может быть, вам откроется какая-то квота на высокотехнологическое лечение. Но вижу, что через веру вы приходите к исцелению. То есть база вашего исцеления — это вера. Вера в Создателя, в небеса, обращение к небесам, молитвой, посещением каких-то мест. Вы в этом находите исцеление и спасение. Благодать на вас сходит, понимаете, которая вас исцеляет. Здесь не какой-то конкретный, я не знаю, там деньги с неба упадут, да, пример. Такого нет. Вы либо веря в чудеса, вы их получаете, да, уповая на Создателя, вы получаете чудеса, либо от сердца молясь, вы получаете нужных людей, нужные моменты, да, счастливые, удачные моменты, когда вы можете исцелиться. Но здесь именно вера помогает. Исцеление приходит именно через глубокую, чистую веру. Я понимаю, что вы полны разочарования и что жизнь очень тяжела. Но попробуйте, хотя бы попробуйте. Вы ведь светлый человек, вы ведь открытый человек. Попробуйте, чудеса происходят. И вам это чудо обещано. Попросите, и вам дадут. Вот в прямом смысле слова. Через веру вы приходите к исцелению. Так, еще один момент, тоже слева. Касается какого-то человека, который где-то находится далеко-далеко от вас. Человек там как потерялся, заблудился, может быть, в какие-то неприятности попал, либо живет какой-то своей никчемной жизнью, пустой жизнью, сложной жизнью, трудной жизнью, либо греховной жизнью. И так может отыграться. Да? Человек там погряз в грехах, в каком-то аморальном состоянии, да, проживает, в социальном состоянии. Смотрите, до этого человека дойдет какая-то правда о вас, какая-то истина о вас, именно конкретно о вас. Несмотря на то, что вас разделяют километры, там, десятки, сотни, тысячи километров, этот человек еще приедет. Приедет и скажет те самые заветные слова, которые вы всегда надеялись услышать, либо слова, которые вы хотите услышать. Я вижу, что будет встреча. Небеса откроют этому человеку не только разум,
да, прочистят ему разум, но и дорогу к вам. Человек еще приедет, встреча еще с этим человеком будет. У кого-то это мужчина, у кого-то это дети, у кого-то родственники. Вы все разные, но вижу, что встреча точно будет. И человек вам скажет те слова, которые вы хотите услышать. Будет встреча, и отношения между вами поменяются. Вот лед уйдет, холод уйдет, вот эта агрессия уйдет, нетерпимость уйдет, это все уйдет. Отношения очень сильно поменяются между вами. Но так решили небеса. С правой стороны мужчина и женщина очень хорошие, очень работящие, такие вот прям умнички, умнички. Но жизнь у них тяжелая. Им изобилие будет подарено. Видите, этот рог изобилия на двоих дается. Не одному кому-то дается, а на двоих дается. Между вами рог изобилия. Вы то ли вместе что-то такое затеете, задумаете, начнете делать, что приведет к изобильности. Либо каждый в своем, но изобильность у вас общая. Вы как в одну копилочку несете, да, а оттуда изобильность ваша растет. Вы молодцы. Для вас будет ярко светить солнце. Это первый момент. И второй момент. Вам дороги все будут открыты. Помехи уйдут. Вам ведь очень сильно завидуют. Вашей семье очень сильно завидуют. Вашей паре завидуют. Люди вроде и понимают, что вы тяжело работаете, что вы обычные, простые, добрые. Но все равно завидуют. Все равно вот ищут какие-то изъяны. Надо там поговорить, обсудить, обосрать. Да, ну как люди обычно это любят делать. Да, зависти очень много вокруг вас. Ангел со стороны мужчины, ангел со стороны женщины. Между ними изобильность. Ваши дела пойдут на поправку. Уже в этом году ваши дела пойдут на поправку. Вы уже без 5 минут у своей изобильности. Либо вместе вы что-то делаете, либо каждый в своей стороне, но вот в одну копилочку несете, да, в один этот рог изобилия складываете. Все будет, мои хорошие. Отстанут от вас преследователи, отстанут от вас эти лихие люди. И жить будете хорошо, и все у вас замечательно будет. И еще поживете. Поживете так, как никогда не жили. Шикарно, шикарно поживете. Но вы умнички, вы молодцы. Вы своими добрыми делами, добрыми поступками, своим таким добрым, честным, открытым отношением вы прославитесь. В прямом смысле слова, да, вы прославитесь. Люди будут о вас говорить. Хорошее будут говорить. Не плохое, как сейчас, а именно хорошее. И никто лезть к вам не будет, наоборот. Все будут вам добра желать. Это у вас впереди. Так, чуть выше. Человек одевает новые башмаки. Но это либо к новой работе, либо к новому месту жительства, да, к переезду. Новый башмак, кстати, очень большой, такой уютный, удобный, комфортный. И вы его одеваете. Вправо смотрите. В правильном направлении вы будете двигаться. Кто-то действительно решится на переезд, а кого-то судьба позовет переезжать, да, уезжать с одного места, переезжать на другое место. А у других отыграется вот связано именно с работой. С одной работы на другую перейти. Либо себя в какой-то новой роли попробовать, например, роли предпринимателя. И так может отыграться. Но в правую сторону это очень хорошо, это очень благополучно. Правым делом будете заниматься, своим делом будете заниматься. Либо будете жить в месте, которое вам идеально подходит. Здесь как-то все очень быстро случится, вы опомниться не успеете. Как подумать даже не успеете, а уже на новом месте находитесь. Либо уже работу сменили, а уже бизнес открыли. Как-то быстро у вас все пойдет. Так, слева. Кров. Человек получает кров. Либо от кого-то получаете, либо благодаря кому-то получаете. Ну, допустим, от кого-то. Наследство может быть. Может быть, как правительство что-то выделяет. Хотя все в разных странах живут. Ну, мало ли, есть, может быть, какие-то программы по защите, по помощи, по поддержке. Еще могут быть всякие организации, могут быть всякие филантропы, которые помогают. Это у одних отыграется. А у других очень выгодное предложение по поводу покупки, например, жилья, либо строительства жилья. Женщина от мужчины может получить кров. Мужчина от женщины может получить. Но это будет не просто так, что вас в приму берут, да, что вот заходи, живи.
Пока ты со мной, ты здесь живешь. Нет, здесь вот что-то будет лично ваше. Как на вас перепишут, отпишут, где вы хозяйка, либо вы хозяин будете. Но человек обретает кровь от кого-то, либо благодаря кому-то. Тоже замечательно. Семейное дерево начинает оживать. Оно большое и толстое, оно лысое. Смотрите, веточки почечками покрываются, и маленькие листочки на них идут. Значит, семья будет собираться, объединяться. Может быть, вы поссорились, может быть, разругались. Может быть, жизнь вас разбросала в разные уголочки мира. Но вы все вместе все равно соберетесь, помиритесь, восстановите связи, либо где-то компактно будете рядышком проживать. Но опять все вместе. То есть семья в полном сборе идет. Все хорошо будет с вашим деревом. А если вы человек прям совсем-совсем одинокий, и вот нет семьи, так иногда бывает. Бывают такие судьбы, когда человек остается прям один, как перст. То здесь, скорее всего, речь идет о том, что вас примут в семью, в большую, веселую, шумную семью, где будет много-много людей, и действительно будут семейные традиции, сильные семейные связи. Вы тоже себя почувствуете частью этой семьи. То есть так вольетесь, органически вольетесь в эту семью, и все у вас будет замечательно. Но с левой стороны. Вы, по сути, семейный человек. Вы любите о ком-то заботиться. Вам приятно, когда о вас заботятся. Вот это дерево — это ваше дерево. И оно оживает. В самом венце, смотрите, у вас большой цветок гвоздики. Гвоздика — это же чудесно. Гвоздика — это божественный цветок. И он в своем сакральном значении говорит о верности, о чести, о свободе, о любви, о дружбе. И это все войдет в вашу жизнь и будет всегда с вами. Понимаете? Куда бы вы ни пошли, где бы вы ни жили, с кем бы вы ни общались, чем бы вы ни занимались, вы всегда будете в любви, в дружбе, в чести, в совести. Да? По совести будут относиться, вас будут любить, с вами будут дружить, вас будут уважать. Вот это вам дар небес. Вот такая прекрасная гвоздика. Мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.